Здравствуйте! В эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. Начнем с происшествий в нашем регионе. Пенсионерка из Нерюнгри стала жертвой мошенников. Ей позвонили с московского номера. Звонившая представилась сотрудницей банка и сообщила, что с ее карты кто-то похитил 8 тысяч рублей. Она попросила назвать данные банковской карты, чтобы предотвратить хищение денег. При этом уже сотрудница полностью назвала анкетные данные заявительницы. Потерпевшая сначала не поверила звонившей и сбросила вызов, но мошенники оказались настойчивыми. Они начали перезванивать ей с разных номеров и убеждать пенсионерку в том, что с ее банковского счета действительно происходит хищение. В итоге женщина поверила звонившим и по просьбе лжесотрудников банка назвала коды из СМС-сообщений. Заметив, что в это время с ее счета начали происходить списания, потерпевшая спросила у лжеспециалиста об этом, на что ей ответили, что деньги переводятся в специальную ячейку банка, чтобы обезопасить их от действий мошенников. Также женщину заверили, что впоследствии вся сумма будет ей возвращена. Таким образом, со счета потерпевшей было списано более 120 тысяч рублей. В Якутии возбуждены уголовные дела в отношении конкурсного управляющего и его пособника, экс-директора организации «Банкрота». Они обвиняются в незаконном отчуждении и выводе имущества на сумму около 42 миллиона рублей. Уголовные дела возбудили сразу по нескольким статьям: злоупотребление полномочиями в отношении конкурсного управляющего, а также пособничество в злоупотреблении полномочиями в отношении экс-директора организации «Банкрота». Все началось с того, что арбитражный суд республики открыл конкурсное производство по ликвидации имущества акционерного общества, признанного несостоятельным из-за кредиторских задолженностей на общую сумму свыше 380 миллионов рублей. Обязанности конкурсного управляющего по процедуре ликвидации организации «Банкрота» для погашения образовавшегося долга были возложены на подозреваемого. Однако он сговорился с ее бывшим директором и не включил в конкурсную массу часть ликвидируемого имущества. Это 3 портальных крана, береговой дерек-кран и 2 барж-площадки. Все это было продано по заниженной стоимости третьему лицу, которое фактически представляло интересы бывшего директора организации «Банкрота». Перейдем к происшествиям в других регионах. В Москве полицейские пресекли незаконную попытку продажи камчатского краба. По сообщению МВД России, предположительно, краб был незаконно добыт в акватории Баренцева моря. Подробности далее. Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по городу Москве совместно с представителями Росрыболовства пресечена попытка продажи крупной партии камчатского краба, предположительно незаконно добытого в акватории Баренцева моря. Сотрудники московской полиции установили, что злоумышленники перевозят товар на автомобиле Hyundai Porter красного цвета и планируют реализовать его на территории Троицкого и Новомосковского административных округов столицы. Данное транспортное средство было обнаружено нашими сотрудниками в промзоне рядом с Калужским шоссе. В кузове машины находилось свыше 2,5 тонн замороженной продукции стоимостью около 5 миллионов рублей. Обязательная маркировка, предусмотренная законодательством Российской Федерации, отсутствовала. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Изъятая продукция передана на ответственное хранение. Перейдем к происшествиям в мире. Туристы из Италии и Канады, похищенные в Буркина-Фасо в декабре 2018 года, в пятницу были освобождены миротворцами в Мали. Подробности в следующем материале рассказывает Артем Сторонов. Гражданка Канады Эдит Бле и итальянец Лука Таккетта, похищенные 15 месяцев назад в Буркина-Фасо, освобождены. По словам врачей, они здоровы и прекрасно себя чувствуют. Бле и Таккетта, путешествовавшие по западноафриканской стране, исчезли в декабре 2018 года. В минувшую пятницу их обнаружили миротворцы возле города Кидаль на северо-востоке Мали. До сих пор неизвестно, кто стоит за похищением пары, где они находились последние 15 месяцев и был ли заплачен за них выкуп. После освобождения туристов приняли министр иностранных дел и президент Мали. Для нас большой радостью стало то, что освобождение 2 гражданских, похищенных в Буркина-Фасо, но удерживавшихся в Мали, прошло в нынешних обстоятельствах безо всяких переговоров. Это хорошее событие и добрый знак. В прошлом похищением туристов с Запада в регионе регулярно занимались связанные с Аль-Каидой джихадистские группировки. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире.